Все хорошо, тогда все в порядке, да? Да, ну все, слава богу, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Оксана Владимировна. Я вас вижу. Вы меня видите? Добрый день, уважаемые учителя начальных классов. Мы сегодня работаем очень интересно, то есть сегодня спикеры нашего вебинара — это издательство «Просвещение», то есть перед вами будет выступать методист-эксперт Зубаирова Оксана Владимировна, которая сейчас находится в Москве. Я нахожусь в Сыктывкаре, а остальные все учителя у нас сидят в разных уголках Республики Коми. Сегодня у нас тема нашего вебинара — духовно-нравственное воспитание младшего школьника на уроке и во внеурочной деятельности. Идем дорогой дружбы. Сейчас я передаю слово для приветствия и дальнейшего выступления Оксане Владимировне. Спасибо огромное, Анжелика Васильевна, за такое представление очень теплое. Мне очень приятно приветствовать всех педагогов, которые сегодня собрались на нашу встречу. И, на мой взгляд, проблема, которую мы сегодня будем обсуждать, ну, она не новая, эта проблема, она не новая. Мы, конечно же, работая в начальной школе, я сейчас говорю о педагогах начальной школы, мы, конечно же, вопрос воспитания духовно-нравственного состояния нашего ребенка всегда поднимали, всегда обсуждали, и всегда это для нас было актуально. Я тоже, в свою очередь, проработала в школе порядка 20 лет, и понимаю, что этим мы занимались каждый день, ежечасно, ежеминутно. Но жизнь идет вперед, что-то меняется, вводятся новые какие-то требования, новые положения, и, конечно же, подчас нужны новые инструменты для реализации того или иного направления в воспитании наших детей. И вот сегодня мы поговорим о таких инструментах, которые я вам предложу как, в общем-то, представитель издательства, которые и занимаются созданием таких инструментов, которые вы, уважаемые коллеги, используете в образовательном процессе. Итак, ну, начнем с вами, как обычно, наверное, с некой нормативной базы. Почему сегодня вообще остро встал вопрос именно о реализации духовно-нравственного воспитания не только младшего школьника, а в целом, да, ребенка, который обучается в школе? Ну, наверное, конечно, в первую очередь мы должны с вами вспомнить о основных целях государственной национальной политики Российской Федерации. Ведь мы с вами, уважаемые коллеги, да, учителя, являемся, собственно говоря, являемся теми людьми, которые реализуют заказ нашего государства. И говоря о стратегии государственной национальной политики, в которой прописано следующее, что одной из целей, да, является укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации. Надо сказать о том, что одним из направлений является сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества. И, конечно же, также хочется подчеркнуть такую цель, как гармонизация межнациональных, межэтнических отношений. И, конечно же, говоря о области образования, в частности, мы не можем с вами не вспомнить указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, в котором одной из стратегических задач является воспитание гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций. Конечно же, уважаемые коллеги, сегодня в эпоху достаточно такой активной миграции, когда у нас с вами в классе сидят дети разных национальностей, когда наша с вами задача создание дружного коллектива, когда наша с вами задача научить детей взаимодействовать, сотрудничать друг с другом. Это, конечно же, проблема духовно-нравственного воспитания особенно становится острой, да? Как важно научить детей дружить, понимать и ценить друг друга. А для этого, конечно, необходимо знать историю народов, их культуру, их традиции, и это все как раз и является основой духовно-нравственного воспитания младшего школьника. Мы знаем, что в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития образования Российской академии образования в рамках государственного задания была разработана примерная программа воспитания. Это еще один, скажем так, рычаг, который делает тему духовно-нравственного воспитания очень актуальной и очень важной на сегодняшний день. Эта программа воспитания призвана помочь педагогам страны выявить и реализовать воспитательный потенциал образовательного процесса в целях как раз решения задач указа президента Российской Федерации. 2 июня 2020 года программа была утверждена на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. И вот эта программа, ее назначение как раз помочь школам создать и реализовать собственные работающие программы воспитания. И понятно, что все вы об этом уже знаете, но я на всякий случай здесь вот ссылочку для вас разместила, где вы можете как раз познакомиться с этой примерной программой воспитания, которая включает в себя различные модули, и один из модулей – это внеурочная деятельность, которую вы реализуете на сегодняшний день в школе, и одно из направлений как раз внеурочной деятельности является духовно-нравственное воспитание. Я не могу не сказать о концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая была создана в 2010 году, и эта концепция стала методологической основой федерального государственного образовательного стандарта. Теоретической базой примерной программы воспитания как раз является концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В этой программе, в программе воспитания и концепции определен современный национальный воспитательный идеал. Кого же мы хотим воспитать? Это высоконравственный человек, это творческий человек, это компетентный граждан России, не принимающий судьбу Отечества как свою личную. Это человек, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. И, конечно же, это человек, который укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Переходя от нормативной базы, да, я немножечко как бы вам напомнила о ней, потому что в любом случае любая наша деятельность регламентируется нормативной базой. Хочется перейти вот к такому достаточно интересному высказыванию великого американского психолога Мерсона, что истинный показатель цивилизации не уровень богатства и образования, не величина городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитываемого страной. И именно от нас с вами, учителей начальной школы, зависит, да, кого мы воспитаем. Именно мы закладываем тот фундамент в наших детях и в том числе духовно-нравственном развитии, духовно-нравственном состоянии нашего ребенка. Конечно, на учителя начальных классов ложится очень сложная задача, потому что во всех грехах винят кого? Учителя начальных классов, если что-то у ребенка не получается, да. Но и если мы выпускаем в свет человека духовно-нравственного, это тоже наша заслуга. Итак, уважаемые коллеги, поговорим как раз об инструментах. Конечно же, сегодня учитель имеет возможность, да, и находит эти инструменты в той информационной среде, которая нас с вами окружает. Но это достаточно сложно. И как здорово, когда создается учебник, который включает в себя все те аспекты, о которых мы, в общем-то, сегодня и будем говорить.
И не случайно одним из авторов этого учебника, да, под редакцией Тишкова он был выпущен, этот же автор входит в авторский коллектив создания концепции духовно-нравственного воспитания. Поэтому до сегодняшнего момента, наверное, не существовало такого учебника, который полностью отражает концепцию духовно-нравственного воспитания и знакомит детей с национальными особенностями народов России и учит межкультурному общению. Этот учебник позиционируется на сегодняшний день как дополнительный к курсу «Окружающий мир», ну и, конечно же, как инструмент реализации внеурочной деятельности. До декабря 2020 года этот учебник существовал как пособие, а приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года за номером 766 этот учебник был включен в федеральный перечень учебников. И сегодня он приобрел уже новый статус, и вы можете его использовать, как я повторюсь, на уроках окружающего мира, так и во внеурочной деятельности при расчете 1 час в неделю. Какова же методологическая основа курса? Методологическая основа курса является этнология. С древнегреческого переводится народ, племя. Это наука о происхождении, расселении и функционировании народов, этносов в предмете, изучение которой значительное место уделяется этнической культуре и механизмам взаимодействия этносов. Давайте зададим себе вопрос, а мы, педагоги, насколько мы этнически подкованы, насколько мы знаем, да, вот о взаимодействии этих этносов, да, о том, как функционируют эти народы. Все ли нам это известно и действительно достаточно ли у нас знаний, да, для того, чтобы образовывать наших детей. Этот курс преемственен с курсом «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Поэтому это является некой ступенечка, да, для того, чтобы ребенка ввести в 4 и в 5 классах вот как раз вот в этот курс, который отражает основы религиозной культуры, светской этики. Ну что ж, каковы же принципы построения курса? Так, существует 3 учебника, которые представлены концентрически выстроенных учебников, каждый из которых раскрывает тот или иной аспект жизни и деятельности народов России в обобщенной форме для освоения тем для каждого класса. Вот перед вами титульные листы каждого учебника, и вы видите, да, названия каждого учебника, которые сами за себя говорят. По какому же принципу построены эти учебники? Если мы возьмем 1 класс, то можно рассмотреть географический принцип, который представлен классификацией российских этносов по историко-этнографическим областям. То есть дети, путешествуя по территории Российской Федерации, знакомятся как раз вот с этими народами, живущими в разных концах нашей страны. 2 класс представлен сезонным принципом. Что это значит? Это значит, что ребята знакомятся с традиционными праздниками народов России, отмечаемые в разные времена года. Мы прекрасно знаем, да, что каждый праздник связан с определенным временем года. Он может двигаться там в календаре, но тем не менее у нас с вами никогда не бывает Масленицы там летом, да, и Новый год мы тоже весной никогда не отмечаем. Но и другие национальные праздники связаны также с временами года, поэтому как бы вот так номинально выделяем сезонный признак. 3 класс культурологический, и вот здесь ребята отправляются в гости, знакомясь с жилищами разных народов, с их ремеслами, промыслами, а также учатся классифицировать ремесла по материалу и технике. Ну и, наконец, 4 класс, когда мы уже совсем взрослые, и вот здесь ребята знакомятся с общей историей многонационального российского народа, его трудовых и ратных подвигах, мечтах и надеждах, знакомятся с
великими людьми искусства, культуры, спорта. И принцип номинально называем исторический. Итак, конечно же, знакомясь с этнокультурными областями, ребенок должен понимать, где проживает этот народ. И, конечно, этническая карта России, вот эта классификация народов, она должна быть визуальна. Помните, что мы начальная школа, да, и, конечно же, ребенку, чем больше наглядности для него будет, тем больше будет осознанного понимания. И вот историко-этнографические области, да, это территории, где длительное время соседствуют порой разные по происхождению народы, приобретевшие в результате длинного взаимного влияния сходные черты культуры. Выделяются следующие области: север, юг Дальнего Востока, север, центр, юг Сибири, Придуралье и Поволжье, Северный Кавказ и другие. То есть ребенок должен четко понимать, да, что люди, которые живут достаточно долго, пусть они даже родились, где-то корни в другом месте, но они уже приняли традиции этого народа, культуру, их, в общем-то, как бы уже вот называют народом данной территории. И, конечно же, картографические умения, которые мы должны с вами формировать как раз начиная с 1 класса, очень важны. И вот здесь вспомогательный ресурс, я предлагаю вам, это новиночка, вышли универсальные атласы, которые созданы для 2-4 классов, которые как раз и помогают детям осмысленно воспринимать, где, на каких территориях живут народы, видеть карту с точки зрения многонациональности нашей страны. Посмотрите, какая здоровская карта, да, где ребята видят уже вот эти вот фигурки народов различных национальностей, да, в определенных костюмах, и они понимают, где они проживают. Каково же место курса в учебном плане? Программа рассчитана на 135 часов, это 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2, 3 и 4 классе. В 1 классе можно добавить 1 час в качестве итогового занятия, провести некий такой праздник, да, итоговое занятие, когда вот дети делятся всем тем, что они узнали в течение всего года. Давайте знакомиться с каждым классом. Итак, 1 класс называется «Праздник дружбы». Построен этот учебник таким образом, что ребята участвуют во встречах. Встреча 1, 2, 3, и каждая встреча, она направлена на знакомство с жителями определенной территории. Итак, встречаем гостей с Дальнего Востока, знакомимся с жителями Сибири, встречаем гостей из Поволжья и с Урала, встречаем гостей с Северного Кавказа и из Крыма, Центральная Россия и гости с европейского севера. Вот посмотрите, пожалуйста, сколько территорий охвачено, да, и ребята знакомятся через определенные виды деятельности с народами этих территорий. Что очень важно, учебники отличаются богатым иллюстративным материалом. Посмотрите, как здорово, да, и фотографии, и иллюстрации, как здорово увидеть природные картины того или иного края, как выглядят с высоты птичьего полета города. И, конечно же, есть герои, ребята, которые носят имена, национальные имена. С ними встречаются наши первоклассники, с ними они погружаются вот в этот национальный быт, знакомятся с национальными играми. И, конечно же, для детей это близко, им это интересно. Как же организуется деятельность? Надо сказать, что, естественно, в помощь учителю создано методическое пособие, в котором разработана рабочая программа с тематическим планированием. Все это у вас будет, если вы вдруг выберете этот курс. И вот посмотрите, пожалуйста, каждый урок наши авторы расписали с точки зрения вида деятельности. Посмотрите, какой спектр деятельности осуществляют ребята. Составление, вот пример встречи номер 3, это рассказ об Амурском крае и острове Сахалине. И тут же итоговое тестирование по разделу «Встречаем гостей с Дальнего Востока». Это 3-я встреча, заключительная, поэтому итоговое тестирование. Что делают ребята на этом уроке, на этом занятии? Да? Составление рассказа о
регионе от лица персонажей учебника, то есть от лица вот этих ребят, с которыми они знакомятся. Естественно, игровая деятельность, мы помним с вами, что первый класс – это переход от игровой деятельности, да, которая была в дошкольном возрасте, к ведущей деятельности младшего школьника, к учебной. И, конечно, эти игры, которые носят дидактический характер, без них никуда. Игра «Узнай животное по следу и голосу». Изготовление цветика-семицветика – это некий атрибут встреч, когда мы отрываем лепесток, да, и вот это символично «лети-лети лепесток» через север на восток, через север, через юг, возвращайся, дело в круг. И ребята изготавливают этот цветик-семицветик. Посмотрите, да, это технология, может быть, оригами и связь опять с уроками технологий, потому что здесь мы говорим именно о метапредметных связях. Дальше творческая экспериментальная мастерская, порт Владивостока, изготовление кораблика в технике оригами. Смотрите, как много ребята творчески работают для того, чтобы действительно окунуться, да, вот в это состояние, перенестись, пусть вот заочно, но вот на эту территорию. Это, конечно же, картографические умения, работа с картой, это нахождение необходимых объектов. Это, конечно же, знакомство с традиционными народными играми. Это самое любимое, наверное, занятие ребят, когда они познают новые игры и могут поиграть на занятия в ту или иную игру. Вот посмотрите, насколько насыщено одно занятие. Детям интересно. То есть вот эта практическая направленность, да, через нее мы погружаем детей вот в эту атмосферу. Ну и если вы посмотрите тот спектр заданий, которые предлагаются к определенному тексту, а в первом классе мы помним, да, что тут еще читает учитель, восприятие идет на слух, посмотрите, какой огромный спектр заданий. Опять же, картографические умения, работа с картой и извлечение информации вот из карты. Покажи на карте территорию Сибири, назови народы Сибири, которые здесь зашифрованы. И вот здесь уже идет такая занимательная такая работа и проверка восприятия ребенка, как он запомнил, да, те народы, которые живут. Поиск информации. Посмотрите, пожалуйста, здесь предлагается следующее задание. Природа Сибири разнообразна, на севере широкой полосой раскинулась тундра. Деревья здесь невысокие, карликовые. Южнее начинается царство могучей тайги. Расспроси старших и обсуди с товарищами, какие правила поведения в тайге должны соблюдать. Поиск источника информации. Где ребенок может узнать информацию в первом классе? Это, конечно же, взрослые помощники, родители, старшие братья, сестры. Ну и, естественно, моделирование. Да? Мы моделируем, мы изготавливаем определенные макеты, мы изготавливаем определенные фигурки, модели, что действительно погружает ребенка достаточно глубоко в ту или иную информацию. Второй класс. А здесь мы называем этот учебник «Друзья приглашают в гости». А когда мы ходим в гости? В гости мы ходим по праздникам. И посмотрите, пожалуйста, учебник разделен на две части. Сначала ребята знакомятся с праздниками народов России, а затем второй раздел не менее интересный, когда они знакомятся со сказками народов России. Давайте посмотрим, что же ждет второклассников на этих занятиях. Ну вот при знакомстве с праздником, мусульманским праздником Ураза Байрам, ребята очень много выполняют заданий на работу с информацией. Ведь мы с вами говорим о том, что сегодня формирование функциональной грамотности, да, в которой мы выделяем такие компоненты, как информационная грамотность, читательская грамотность. Эти системы упражнений должна пронизывать весь образовательный процесс, и в том числе, да, и внеурочную деятельность. Это использование справочной литературы. Мы учим детей, второй класс, да, мы учим детей привлекать новые источники информации, находить информацию в справочной литературе. Это
презентация продукта деятельности, да, исследовательская работа, когда нужно найти информацию о праздничных традициях, гостеприимство разных народов и подготовить презентацию, то есть презентовать. Это может быть в виде плаката, это может быть в виде иллюстрации какой-то, да, ребенок здесь уже погружается в творческую деятельность. Очень много творческих заданий, которые связаны с разработкой сценариев, которые связаны с созданием, например, макета пасхального яйца, то есть как можно разукрасить, опять погружаемся в творчество, да. Ну, конечно, игры, такие дидактические игры, которые носят не развлекательный характер, а скорее обучающий, да, игра «Верю, не верю». День весеннего равноденствия, когда день и ночь равны между собой. Веришь или не веришь? Сейчас 2 класс мы с вами рассматриваем, и здесь детям предлагаются готовые утверждения, а ребенок должен, вспоминая, да, информацию, которую он получил об этом празднике, определить, это верное утверждение или неверное. Естественно, реализуя этот курс, привлекаются и цифровые ресурсы, и в частности авторы постарались и для вас в методическом пособии подобрали, да, ссылки, которые вам помогут для того, чтобы создать атмосферу новизны, интереса. Вот, знакомясь с праздником, калмыцким праздником Цагансар и Салагам, ребята знакомятся с национальным ансамблем «Тюльпан». И уже подобран материал, где ребята могут увидеть, да, вот эти национальные движения, национальные костюмы в реальном времени, в реальной жизни, используя как раз сеть интернет, что делает, опять же, увеличивает, да, интерес к учебной задаче через вот взаимодействие как раз с электронным устройством. Как я уже говорила, что много уделяется внимания работе с информацией, работе с текстом. И предлагаются такие приемы работы, как текст с пропущенными словами. Ребята, проанализировав, пообщавшись между собой, обсудив такой праздник, как Пурим, это праздник еврейского народа, дальше воспроизводят информацию, вставляя пропущенные слова в текст, который им предлагается. И такие приемы очень часто используются. Помимо национальных праздников, праздников народов, естественно, идет речь и о государственных праздниках, праздниках всех народов. Да, и здесь мы говорим о таких праздниках, как Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День государственного флага Российской Федерации. И вы, наверное, уже обратили внимание, появляется новое пособие, это тоже одна из новиночек, которая в комплексе вместе с учебником «Дороги народа России, дорога дружбы», а это моя Конституция. Мне кажется, это вообще уникальная такая находка, потому что как объяснить детям, да, об основном законе как рассказать, как на примерах, доступных им возрасту, показать важность внесенных поправок в 2020 году. Что вообще такое закон, что такое Конституция? Ну, давайте признаемся честно, наверное, даже в 4 классе, когда мы об этом говорим в рамках окружающего мира, ну, не всем детям это доступно понимание. А здесь, посмотрите, уже начиная с 1 класса, через достаточно богатый иллюстративный материал, интересные вопросы, мы погружаем детей вот в такие очень важные понятия, как законы, по которым живет наш народ. И вот мы перешли с вами ко 2 разделу, это сказки народов мира. Обратите внимание, здесь достаточно прекрасная подборка, разнообразные абсолютно сказки, естественно, и русские народы, и сказки болгарские, ну, различные абсолютно. Как же мы работаем с этим разделом?
Этот раздел предполагает со сказками народов России и формы организации вида деятельности обучающихся по этим темам могут быть похожи, естественно, на те формы, те приемы, которые мы используем где? На уроках литературного чтения, да? Когда мы формируем смысловое чтение, когда мы учим детей воспринимать сказку, когда мы учим давать оценочные суждения. Здесь вы тоже используете те же приемы, но, возможно, и новые, да, новые формы. Но в любом случае вся работа направлена на что? Научить детей думать над произведением до чтения, во время чтения и, конечно же, после чтения, когда идет аналитическая работа. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, например, сказка, чукотская сказка «Кудрявая девочка». Здесь можно читать про лям, можно рисовать по этим сказкам комиксы, можно составлять кукольные спектакли, инсценировки. И вот вы видите в заданиях, да, достаточно большой спектр различных видов деятельности, которые мы предлагаем, ребята, предлагают наши авторы. Да. Сделай из пластилина фигурки героев, подготовь театральную инсценировку с их участием, то есть кукольный театр, поставь свою сценку, или сочини сказку о добре и зле, сделай к ней рисунок. То есть возможность, да, выйти за пределы уроков литературного чтения, вот у вас возможность как раз появляется во внеурочной деятельности. Ну, а мы с вами перешли к третьему классу. Третий класс, и что же здесь мы с вами, во что мы погружаем наших детей? Ярмарка мастеров России. Как мы уже сказали, что здесь ребята знакомятся уже непосредственно с жилищем, которые свойственны каждому народу, и анализируют жилище с точки зрения климата, в котором живет народ, да, с точки зрения удобства, почему именно в таком доме живут, например, якуты, а почему, например, у русских совершенно другой дом, да, русская изба, что такое юрта и как она строится. И здесь, конечно же, уникальная возможность для проектной деятельности, когда ребята создают творческие проекты, и коллективная работа осуществляется вот в рамках этой проектной деятельности. Второй раздел, ребята знакомятся с народными ремеслами. Посмотрите, как выстроены логично эти курсы, да, то есть сначала мы познакомились с территориями в первом классе, да, где живут народы, какие традиции, какие игры народные, то, что нам доступно первоклассникам, да. Во втором классе мы сходили в гости и попраздновали, узнали, какие праздники, какие вкусности едят на этих праздниках, да. В третьем классе мы уже более взрослые, мы знакомимся с вами с жилищами народов России, мы знакомимся с ремеслами, а мы можем уже в третьем классе уже сделать что-то более серьезное в качестве проекта. Дальше мы знакомимся с костюмами, да, и вот здесь, конечно, простор вот этой творческой деятельности, когда ребята включаются в изготовление каких-то деталей костюмов. Ну и, конечно же, игрушки, да, еще мы не совсем взрослые, я имею в виду третьеклассники, и, конечно, как же не поиграть в игрушки различных народов, естественно, знакомство с игрушками, с национальными игрушками, возможно, где-то даже их изготовление или создание проектов, да, творческих проектов вот в рамках этой темы. Ну, давайте посмотрим. Итак, жилище. Как я уже сказала, да, что в рамках этого раздела дети знакомятся с русской избой, с татарским домом, с чумом, еранга, юрта, кавказская сакля, казачий курень, мазанка. Ну и последний 9 час – это обобщение уже по этой теме. Естественно, когда мы говорим о строительстве, когда мы говорим о жилищах, то это, естественно, создание группового проекта, макета национального жилища, это обучение презентации этого продукта, групповой работы. Но, конечно, они могут быть не только групповые и индивидуальные, в зависимости от сложности, да, проекта, в зависимости от того, что ребенок выберет для себя приемлемо, что ему захочется больше всего делать. Ну вот,
мы не перестаем играть, да, но в данном случае игры усложняются. Почему? Потому что не только готовые правда, ложь предлагаются утверждения, но и предлагаем ребятам самим придумать свои вопросы для этой игры. Вообще умение задавать вопросы, умение строить вопросы – это действительно очень сложное умение. И вот вы знаете, как показывает опыт, и не мне вас в этом убеждать, ну вот буквально совсем недавно я занималась проверкой олимпиадных работ по литературному чтению, где детям нужно было придумать вопросы к тексту. С чем я столкнулась? Дети не умеют строить вопросы, дети не умеют, не видят, да, что главное должно быть заключаться в вопросе, они не умеют правильно выражать свои мысли именно в вопросительной форме. И вот такие игры учат как раз ребят этому умению. Как я уже много говорила, что очень много уделяется времени групповой работе, но также и парная работа, особенно когда дети работают с информацией, когда идет некое обсуждение, когда идет диалог, то вот такие задания мы предлагаем. Например, разделитесь на пары, один из вас придумывает начало предложения жилища, другое окончание. Например, степные народы строили легкие и прочные юрты, потому что, и ребенок второй объясняет, да, почему юрты, с чем это связано, что влияет на форму жилища и так далее. А дальше идет знакомство как раз с народными ремеслами. И здесь мы предлагаем уже информационные и исследовательские проекты. Ну, естественно, дети погружаются в исследовательскую работу, они ищут дополнительную информацию, они ищут, создают видеоролики, да, по изготовлению, например, по росписи, например, хохлому, когда они учатся это делать. В рамках этого раздела знакомятся с гончарным ремеслом, деревянные ремесла, и вот здесь как раз и посуда у нас, красота, застывшая в металле, то есть ремесло, связанное с металлом, резьба по кости, ковроткачество, женское рукоделие, ну и, как обычно, раздел заканчивается обобщением. И вот здесь, ну, в основном, конечно, информационные исследовательские проекты. Здесь мы не создаем какие-то продукты, я имею в виду вот, ну, материальные, да, там, как мы создавали, например, макет жилища, а здесь вот скорее, да, работа с информацией, поиск информации, отбор информации, да, использование информации и презентация информации. Так построена работа в этом разделе. Ну вот пример. Деревянные ремесла, мы знакомимся с хохломой, с такой посудой, да, здесь дерево, которое расписывают вот определенным узором, дети знакомятся, что обозначает эта роспись, достаточно глубокая информационная работа, ну и, конечно же, работа с интернет-ресурсами, ведь для того, чтобы ребенок понял, да, вообще, как происходит роспись таких предметов, нужно увидеть это, и вот, естественно, такие мастер-классы по тому, как можно расписать такую посуду, да. Тут, конечно, зависит от ваших, скажем, умений. Возьметесь вы за то, чтобы с детьми, в общем-то, попробовать эту технологию, да, или, в общем-то, ну, как бы не хватит умений нам самим, да, то есть, ну, тогда просто посмотреть, как это делают профессионалы. Следующий раздел – народный костюм. Это очень интересный раздел, особенно любят девчонки этот раздел. И здесь, опять же, творческие проекты. Творческие проекты, значит, дети работают в рамках этого раздела, знакомятся с русским костюмом, какие детали костюма обязательны были, да, татарский костюм, удмуртский костюм, калмыцкий, костюмы народов Северного Кавказа, бурятский костюм, одежда северных оленеводов и охотников, одежда народов Преамурья. То есть, представляете, какая география, сколько всего нового ребята узнают. И, конечно же, такой возможности на окружающем мире в рамках как бы вот знакомства с народами России, а такая тема у нас с вами есть, такой возможности у вас не будет. Да? И подчас дети, конечно, получают несколько скомканные знания, недостаточно широкие, недостаточно глубокие для того, чтобы понять, почему, да, строится вот
такой дом, почему они носят такой наряд, откуда, да, взялась история того или иного головного убора. Ну и вот здесь предлагается, опять же, авторами такой алгоритм, то есть мы, ребята, учим работать по алгоритму, определяем тему, что мы берем, да, для своего творческого проекта, определяем цель проекта, да, мы хотим создать определенный элемент костюма, определение вариантов исполнения, как мы это будем делать, да, распределение ролей, кто-то отвечает за материалы, кто-то за инструменты и так далее. Изучение информации для того, чтобы создать. Нужно четко понимать, что мы создаем, для чего мы создаем и какой продукт мы хотим получить. Поиск материалов, изготовление изделия и, конечно же, презентация своего продукта, результата той работы, которая проделана. Ну, конечно, здесь уже вы сами определяете. Понятно, что шить платье мы точно с вами не будем, а вот, например, изготовить кокошник – это нам под силу. Это интересно, да, и, например, мужской какой-то головной убор, опять из той же бумаги даже, да, если уж мы берем там несложные материалы. И затем вы можете это представить, эти элементы в определенной сценке, да, когда вот дети уже почувствуют себя в том времени, когда носились эти головные уборы. Вы видите, что независимо от того, какой раздел, в каком разделе ребята работают, постоянно идет привлечение дополнительных источников, обращаются к такому словарю. Посмотрите, какой потенциал этого курса, то есть, да, это настолько богатая метапредметная связь, да, то есть здесь работа и с информацией, здесь работа с текстом, здесь и толковые словари, и интернет-ресурсы, и словарь фразеологизм. То есть это связь и с русским языком, это связь и с окружающим миром, и с литературным чтением, и с технологией, изобразительным искусством. То есть это такой богатый спектр, да, и видов деятельности, и того содержания, которое заложено в этом учебнике. Ну и вот очень такой приятный раздел для ребят, любимый раздел для ребят, такие разные игрушки. Ребята знакомятся с погремушкой, с различными видами кукол, это глиняные игрушки, очень они любят это. Это деревянные игрушки, игрушки, которые учат профессии, ну и, как обычно, завершаем обобщением. И вот здесь опять мы видим, да, это творческие мастерские, когда ребята выбирают, да, тот материал, который им доступен, и вот в частности, например, делают куклу из ниток. Это здорово, да, потому что иногда, приходя в игрушечный магазин, ну, у меня немножечко, как бы, знаете, я вхожу в некий какой-то ступор, я не очень понимаю, как играть с теми игрушками, которые стоят на полках. Иногда мне даже страшно брать в руки определенные игрушки, потому что, ну действительно, и в этом во всем дети наши растут. И если мы не будем их погружать, да, вот в эту историю, мы не будем их знакомить вот с этим, с тем, что было раньше, и как сегодня ценится это, то, конечно же, мы не научим наших детей ни ценить нашу историю, ни ценить нашу культуру, и вряд ли мы достигнем того результата, которого вы хотели бы. Ну, а мы перешли с вами в 4 класс. 4 класс. Мы помним, да, как оно называется, и принцип, по которому построен этот учебник, исторический принцип, и называется «Золотая книга российского народа», что подразумевается под золотой книгой. А здесь как раз много очень уделяется материалу исторического характера, когда дети знакомятся с очень важными событиями в истории России. И, конечно же, знакомиться с различными видами искусства. Это живопись, музыка, балет, архитектура и скульптура, это литература, театр, кино. Ну и, конечно же, дети должны знать своих героев, да, знать тех людей, которые прославили Россию. Опять же, обращусь к своему опыту недавнему, проверяя опять олимпиадную работу, когда дети сталкиваются с заданием «Объясните, чем знамениты такие люди, как Ломоносов, Суворов, например». Это было наиболее сложное для ребят задание, да?
кто такой Суворов, кто такой Ломоносов. И, ой, что только не придумывали ребята. Конечно же, мы должны сделать все, чтобы такие имена для детей были понятны, чтобы они понимали, да, тот вклад, который внесли эти великие люди в науку, что они значили в нашей армии и так далее. Ну что ж, здесь первый раздел, с которого начинается 4 класс, это, конечно же, что нас объединяет? Что нас объединяет? Потому что, смотрите, все опять же логично, да? Мы путешествовали, мы знакомились с различными народами, мы знакомились и понимали, что насколько разные игры, насколько разные костюмы, насколько разные праздники, как они по-разному празднуются, какие разные национальные блюда, да? То есть все по-разному. Казалось бы, все разное, но мы живем в одном государстве. Мы российские народ, будь то калмыки, будь то немцы, будь то якуты, да, мы все российский народ. И вот здесь очень важно как раз на как бы вот этой финишной прямой в 4 классе показать детям вот это единение, что нас объединяет, что у нас общее что? У нас один президент, у нас есть единый наш язык нас объединяет, у нас единая история, ведь во время Великой Отечественной войны воевали, в одних окопах сидели разные национальности, да, да, к сожалению, есть трудные периоды нашей России, да, когда народы воевали между собой, и это ужасно, это страшно, эти события, но дети должны об этом знать и понимать. И, конечно же, главная здесь задача, да, показать детям, что нас объединяет, вот это единство, вот эта общность, которая существует. Опять же, видите, здесь в помощь этому разделу мы предлагаем Конституцию, где ребята более подробно, да, с точки зрения уже законодательства, рассматривают некие понятия. И вот здесь, уважаемые коллеги, предлагаем виды деятельности, которые уже соответствуют, собственно говоря, 4 классу, да, ну, естественно, беседа, и мы подразумеваем под беседой не вопрос-ответ, да, а это некая дискуссионная беседа, когда идет дискуссия, когда идут разные мнения, предлагаются, да, детьми, когда идет обсуждение мнений. Работа с текстом. Мы не перестаем работать с текстом и с терминами различными, да, терминологией, что очень важно, да, ведь, к сожалению, наши 4-классники выпускаются из начальной школы с очень бедным словарным запасом, да, и вот здесь достаточно такая продуктивная работа идет с терминологией. Составление устного рассказа, выступление с подготовленным сообщением, составление плана рассказа, создание плаката, то есть здесь уже опять же творческие проекты, создание видеоролика, и сейчас это актуально, да, дети прекрасно взаимодействуют с электронными устройствами, это виртуальные путешествия, естественно, мы привлекаем в сеть интернет-ресурсы, написание эссе, то есть это уже идет некая пропедевтика, да, такая достаточно серьезная пропедевтика к основной школе, творческие задания. Ну вот один из примеров, да, когда ребята работают с терминологией, нужно соединить, да, термин с левой стороны и как бы объяснение, что такое суверенитет, Конституция, Федеральное собрание, Совет Федерации, Государственная Дума. Вы смотрите, с какими сложными ребята работают понятиями, но это очень важно, готовить функционально грамотного ребенка, который может перенести эти знания в жизнь, который может, да, проанализировать то, что происходит сегодня в России. Ну, насколько это возможно, согласно тем возрастным особенностям, которые соответствуют нашему младшему возрасту. Да. Опять же, групповая работа, которая подразумевает, опять же, достаточно глубокую работу с информацией. Ну, вот здесь примеры таких заданий вы видите.
Следующий раздел как раз отражает героические страницы российской истории. Здесь события 1612 года, сложное время, да, смутное время для России. Естественно, Отечественная война 1812 года, ну и Великая война, Великая победа 1941-1945 год. Конечно, это те события, которые дети должны знать, должны помнить, и мы понимаем, да, что с каждым годом все меньше у нас ветеранов войны, и очень жалко, да, что если вдруг наступит момент, когда ребята просто об этом забудут. И вот здесь при изучении темы Великой Отечественной войны как раз и предлагается такой вид деятельности, как создание плаката. Ну, во-первых, ребята сначала знакомятся с этим представлением информации, что такое плакат, какую информационную значимость он имеет, да, что он несет в себе, знакомиться с реальными плакатами тех времен, обсуждать впечатления, да, что вот должно быть в плакате, а дальше уже создают, и итогом этой работы могут быть как индивидуальные творческие проекты, так и групповые. Также можно провести различный конкурс и выставку вот по результатам этой работы. Следующий раздел, как раз очень интересный раздел, и вот здесь представлено тематическое планирование этого раздела. Это культура, наука и спорт, достижения и победы. Конечно, ребята должны знать о тех достижениях, которые в культурном мире нашем существуют. И здесь вы видите, что очень подробно рассматриваются такие виды искусства, как живопись, музыка, балет, архитектура и скульптура, литература, театр, кино. И знакомятся как раз вот со спортивными победами, вот с теми великими людьми, которые, в общем-то, вошли в историю нашей страны. Я на примере только как бы одного раздела выбрала кино, сама очень люблю кино, и опять же, мы с вами понимаем прекрасно, что не привлекают наши родители, да, вот к этому домашнему просмотру очень важных фильмов, которые действительно учат нравственности, учат вот этой духовности, да, доброте. То, что смотрят сейчас ребята по телевизору, конечно, подчас возникают вопросы. Зачем? Зачем мы показываем это детям? Я всегда задаю вопросы, иногда включив телевизор, грубо говоря, глубокой ночью, когда не спится, и там идут мультфильмы. Думаю, для кого же показывают эти мультфильмы, причем непонятно какого содержания, с какими оттенками, для взрослых, да нет, вроде бы детские, но вопросов очень много. И, конечно же, мы должны приучать детей, мы должны их привлекать, мы должны их погружать и знакомить с российским кинематографом, шедеврами отечественного кино. Это с режиссерами такими, как Данелия, Чухрай, Быков. И, конечно же, фильмы «В бой идут одни старики», фильмы «Офицеры» и другие фильмы, которые действительно взращивают в наших детях вот эту любовь к родине, к семье, вот этот патриотизм, чего, наверное, не хватает сегодняшней молодежи. В рамках этих разделов опять мы уделяем большое внимание проектной деятельности, но здесь она выходит уже на достаточно высокий уровень, когда ребята создаются ситуации, когда они играют роль журналистов, да, когда они учатся брать интервью, допустим, у знаменитостей, да, когда они учатся писать мини-статьи по определенным темам. То есть, достаточно интересные виды деятельности предлагаются и задания, которые вам не надо, уважаемые коллеги, изобретать, придумывать. Это есть в этих учебниках, это есть в тех вопросах, в тех заданиях, которые предлагают наши
наши авторы. Ну и, естественно, любая работа, должны быть подведены итоги. Да? Вы обратили внимание, что в рамках уроков предлагают авторы и тестирования, да, различные, и экспресс-контроль, да, и различные задания, которые помогут вам понять, да, насколько глубоко эта информация осознанно вошла в головы наших детей, насколько эту информацию они могут использовать для решения определенных учебных и жизненных задач. Ну и, конечно же, итоговые задания на конец каждого класса, занятия, простите, они проводятся. В какие формы предлагаем мы провести, в каких формах предлагаем провести эти занятия? Ну, первый класс, как мы уже говорили, вы можете как раз добавить 1 час и провести итоговое занятие в виде праздника, на которых вы можете как раз использовать игры, с которыми ребята познакомились, да, использовать различные сценки из жизни того или иного народа. Викторина также, да, интересна для ребятишек 1 класса. Ну, викторина в зависимости от содержания, ее также можно использовать и на итоговом занятии во 2-м, и в 3-м, и в 4 классе. Что мы предлагаем? Задание на выбор верного утверждения из перечня, да, то есть предлагаем утверждение, ребенок должен выбрать правильное. Задание на объяснение терминов, об этом мы сегодня уже говорили, на определение дат и событий. Вот это важное очень умение, почему наши ребята дальше на следующей ступени обучения страдают этими проблемами, да, наверное, возможно, мы недостаточно уделяем этому в начальной школе. И вот опять же этот курс, потенциал этого курса дает возможность нам над этим поработать. Задание на соотнесение исторических фактов и исторического деятеля, открытия и ученого, художественного произведения и автора. Задание с черным ящиком, в котором нужно угадать предмет, да, который загадают ребята, ну, загадает учитель или, например, если вы работаете по командам, можно друг другу загадывать. Ну, конечно же, загадки, которые любят ребята. Ну и еще одна форма – это проекты, которые ребята выполняли и в течение всего года, и, может быть, это какой-то серьезный проект, который будет вот представлен на итоговом занятии. Проекты различного вида, различные предлагаются. Это информационные, социальные, исследовательские, практические, творческие. Ну, пример этих проектов мы рассмотрели с вами вот в процессе обсуждения, да, потенциала нашего курса. Итак, уважаемые коллеги, я подвожу итог вот, скажем так, моего монолога. Очень жаль, что нет возможности нам организовать диалог. Я бы с удовольствием ответила на ваши вопросы и, возможно, пожелания, а может быть и какие-то замечания. Но если у вас таковые есть, вы можете написать в чате. У нас работает чат, и вы можете написать свои пожелания, свои вопросы. Я готова на них ответить. Итак, сегодня речь у нас шла об инструменте организации как урочной деятельности в рамках окружающего мира, так и внеурочной деятельности в рамках реализации социального, духовно-нравственного, простите, направления, вот духовно-нравственное воспитание. Учебники, я повторюсь, это учебники, которые вошли в федеральный перечень, они называются «Народы России. Дорога дружбы», об уникальном культурном многообразии и духовной общности народов. Коллеги, те ссылочки, которые у вас встречаются на презентации, мы договоримся, наверное, с Анжеликой Васильевной, что я эту презентацию перешлю, и вы разместите, либо разошлете, как будет удобно нашим участникам. Возможно, вам пригодится это в вашей работе. Те ссылочки, которые здесь встречаются, выведут вас на наш сайт, в интернет-магазин, где вы еще раз можете увидеть эти пособия. И вот сейчас достаточно активно педагоги приобретают, планируя следующий учебный год, именно выбирая духовно-нравственное воспитание и используя вот этот, значит, ресурс.
Я еще раз напоминаю о том, что на нашем сайте вы увидите еще одна ссылочка, по которой вы попадете в наш раздел «Учитель Клаб», «Просвещение, поддержка». Вы найдете полезные материалы по различным темам. Это вебинары и конференции. Сегодня мы обсуждали с вами духовно-нравственное воспитание, но мы поднимаем очень много проблем. Приглашаем вас на наш сайт, пожалуйста, участвуйте в наших мероприятиях, и уже проанонсирую, но пока ссылочку не могу дать, с 15 по 18 июня, когда у вас закончится уже учебный год, но я абсолютно уверена, что вы еще будете на работе, кто-то, может быть, будет повышать свою квалификацию на курсах, и еще, наверное, не выпадете совсем из рабочего процесса. У нас состоится предметная неделя, в частности, 16 июня, это будет день начальной школы, где мы будем как раз обсуждать проблемы по итогам этого учебного года, в частности, неумение ребенка работать с информацией. Сегодня я много говорила, да, что потенциал учебников раскрывает нам как раз возможность научить детей работать с текстом различного жанра, с инструкцией, с учебным текстом. И вот мы поговорим как раз о проблемах информационной грамотности, умения отбирать нужную информацию, искать источники для получения информации. Это будет 16 июня. Есть ли у нас вопросы? Я хочу посмотреть. Вопросов нет у нас. Если вдруг они у вас возникнут, у вас на слайде мой личный, мой телефон и моя почта. Вы можете всегда написать, задать вопрос, высказать свое пожелание, как я уже говорила. Мы всегда прислушиваемся к нашим учителям, потому что вы, в общем-то, те, кто реализует все задумки, все идеи, да, и, конечно, ваше мнение всегда очень важно. Что-то у нас получается, к чему мы должны стремиться в дальнейшем. Ну, спасибо. Да, завершая, я хочу пожелать в преддверии майских праздников вам крепкого-прекрепкого здоровья, душевного покоя, пожелать вам благополучия и вам, и вашим семьям. Хочется пожелать благодарности от ваших родителей, чтобы они ценили ваш труд. Все в остальном мы справимся, все у нас получится. Спасибо большое, Оксана Владимировна, за такую полную интересную информацию. Уважаемые коллеги, вы можете написать Оксане Владимировне, даже можете вопросы задать через меня, я тоже могу направить ей. Огромное вам спасибо, огромное спасибо всем участникам. И я надеюсь, Оксана Владимировна, мы дальше будем с вами сотрудничать и еще не раз встретимся на площадке ProofMe. Да, вы можете формулировать свои проблемы, что вас волнует, да, потому что мы очень часто как раз взаимодействуем с регионами, когда они просят. Вот совсем вчера буквально у меня была встреча с Новосибирской областью, где коллеги попросили поговорить о рефлексивных умениях, как формировать, как научить детей себя контролировать, оценивать и так далее. То есть мы готовы слышать ваши проблемы, ну а уж чем можем, тем поможем. Спасибо большое за сотрудничество. Будем сотрудничать. До скорых встреч. До встречи. До свидания. До свидания.